Будь здоров, здоровье тебе еще пригодится. Я вообще выступаю всегда за диалог. Собчак, небось, хотела интервью взять, да? По крайней мере, я хочу объяснить свою позицию. Но юлить я не буду. Конечно, когда ты получаешь какие-то угрозы, первую неделю тобой движет страх. Ну и ладно. То есть, в отличие от тебя, у меня есть много чего святого, да? У меня сейчас внутри все клокочет, понимаешь? Но является ли это само по себе оскорблением? А холодный философ, так сказать, бродячий... Я холодный вообще Да. нет. Я по поводу искусства хотел сказать. То, что я делаю, это Давай поэтапно. не Вот прескриптивно, исследование. это дескриптивно. Скажи, Я описываю пожалуйста, то, что... То есть есть масса зарубцевавшихся ран, да? Я не говорю, что их надо распарывать. Вообще-то дайте образ... человеку воды, а то сейчас скажут, что Нет, его, у меня вообще все нормально. что его чеченец запугал Да до сухости нет, во рту. да никто меня и пугал, нет. Да. И от политики трудно ждать правды. Вы занимаетесь растлением русского народа. Ну, это неправда. Как нет. В этой эротике, которая, так сказать, граничит с порнографией, в этом и есть смысл современного искусства. Я обратился прежде всего к вам, на самом деле, за разъяснениями. Я просто пытаюсь разобраться. А что мне делать с простыми чеченскими пацанами? Они должны что-то тоже услышать. Здравствуйте. О, здорово. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Как я вас рад. Петр Никитич, вы сегодня пришли к нам как автор поговорить о запуске вашей книги. Ну, я надеюсь. Вы знаете, у меня к вам будет... Это большая честь, наверное, что вы вместе запускаете вашу проект. отвечать, откладываться, да? Немного. Да, слушай. Но у нас будет просьба, вы можете от нее отказаться. У нас сегодня в гостях еще один автор, чей проект очень скоро выходит на нашей платформе. Это Дмитрий Глуховский. Он попросил нас организовать разговор. О чем мы сделаем? Он тоже у нас издается, и он попросил нас организовать ваш с ним разговор. Потому что вы являетесь авторитетным представителем чеченского правительства, но более того, наверное, что самое важное, вы являетесь творческим человеком и писателем. И мы вас тоже очень просим принять участие в этом разговоре, потому что этот разговор очень непростой и очень важный. И главная, наверное, цель этого разговора, чтобы все стороны конфликта, который сегодня разгорелся, имели возможность понять друг друга, попробовать найти выход из сложившейся ситуации. Понимаете, вот мы многонациональная страна, у нас очень много вещей, которые нас и отдаляют, сближают друг с другом. И нам очень важно понять, где та грань, где наступает обида и вражда. Понять для того, чтобы мы могли больше уважать друг друга и сблизиться. А вы уверены, что ему это не нужно для того, чтобы я сейчас зашел просто-напросто? Да, он что-нибудь там мне нахамил, я ему набил морду, а потом он будет писать, какие чеченцы троглодиты, какие они там варвары, какие они дикари там, и так далее. Вы уверены, что это там не провокация, допустим? Я понимаю, я, например, бить его не собираюсь. Во-первых, я у вас в гостях нахожусь, да, во-вторых, сегодня первый день священного месяца Рамадан. Да? Я мусульманин, я чеченец. И со всех сторон сегодня руки распускать я не могу. Да? Хотя, возможно, в каких-то случаях я это очень с удовольствием делаю, я вырос на улице. Поэтому вы уверены в том, что вообще вот сейчас вы эту встречу сделали, что она нужна вообще? Я понимаю, многонациональная, там, страна многоконфессиональная, много чего хорошего в нашей стране, но вот я просто хочу понять смысл. Вы же знаете, как мой народ относится к каким-то Глуховским, к их всяким панигирикам, да, к их там опусам и так далее. Вот. Честно говоря, если бы я знал, что он здесь печатается, я здесь печататься не стал. Влад Никитич, нам кажется, что это будет крайне важная беседа. Я уверен, что Дмитрий сегодня готов выслушать и с огромным удовольствием попробует рассказать свою позицию. Возможно, мы найдем общие точки, которые позволят нам отложить эту вражду и найти новые возможности дружить. Я отвечаю, что ничего не произойдет. Я вам честно даю свое слово, что это будет просто разговор конструктивный, потому что вот твой... Хорошо, у меня нет никаких, так сказать, оснований вам не верить, мы с вами не первый день сотрудничаем, да? Вот. Ну, я постараюсь держать себя в руках, хотя бы, я уже теперь уйти не могу, потому что завтра вы скажете, что пришел чеченец, там, испугался разговора там с этим типом, да, и там что-то пошел на попятную, там, да,
или там под страхом от его, так сказать, интеллектуального потенциала, там что-то сдрейфил и так далее. Конечно, этого не будет. Я как минимум посмотрю ему в глаза. Ильич, окажем вам огромную честь. Спасибо большое. Честь для чеченца превыше всего. Благодарю вас. Здравствуйте. Будь здоров, здоровье тебе еще пригодится. Надеюсь на это. Да. Здравствуйте еще раз. Да. Так получилось, что у нас с вами один и тот же издатель, Storytel, и я узнал о том, что, собственно, уходит книга у вас в этом издательстве, Абрек. Прочитал ее и понял, что, наверное, вы тот самый человек, с которым я мог бы... Ну ты мою книгу не рекламируй, давай ты к делу конкретно обоснуй вот эти вот ситуации, которые хорошо, ты, да, окей. сейчас. У меня, в свою очередь, недавно вышел сериал под названием «Топи», который посмотрела значительная часть чеченской диаспоры и в Москве, и в Чечне люди посмотрели, и я столкнулся со шквалом критики в адрес этого сериала. Но мало того, что меня критикуют, что особенно мне тяжело и неприятно, это что поступают и критика, и какие-то, угрозы в адрес актрисы, которая исполнила там роль девушки Эли Мусаевой, и в адрес продюсеров. Я хотел бы просто объяснить позицию свою, поскольку я являюсь автором сценария, и я, собственно, эту историю все придумал. С тех пор, как эта критика в мой адрес стала звучать, я искал правильного собеседника для того, чтобы объяснить свою позицию относительно того, что именно хотел сказать автор в сериале «Топи». Специально не давал интервью, чтобы не раздувать это все, потому что я считаю, что хайповать на этой теме нехорошо. Я вообще выступаю всегда за диалог. Собчак, небось, хотела интервью взять, да? Там много людей обращались ко мне, я просто вообще выключил телефон, чтобы не бомбили с запросом интервью, потому что я считаю, что возник конфликт, и, надо этот конфликт каким-то образом, по крайней мере, я хочу объяснить свою позицию, да, потому что у меня есть ощущение, что я имел в виду совсем другое. То есть есть в сериале образ девушки. В сериале он не называется, не конкретизируется, какой она национальности, к какой культуре она относится. Но юлить я не буду. Когда я все это придумывал и писал, я держал в уме Чечню и чеченский народ, да, к которому я вообще отношусь с большим уважением. И который меня завораживает, да, интересует очень сильно, потому что он одновременно, находясь в пространстве нашей общей культуры, многим очень на нас не похож. Да? Прежде чем как мы с тобой перейдем к культуре, да, и взаимному, так сказать, культурному обмену, да, во-первых, я тебе хочу сказать, да, сразу, что уже тебе плюс в том, что ты меня нашел, а не я тебя искал, да? Потому что по неизвестным тебе древним обычаям чеченцев, да, если человек в чем-то провинился, первое, что он должен сделать, это прийти к тем или к тому, перед кем он виноват, да? Поэтому это ты сделал правильный шаг, я тебе сразу говорю, да? Я тебя хочу услышать даже не сколько какие-то культурологические моменты, там, да, там, я понимаю, знаю твои суждения о свободном творчестве, да, я мало интересовался твоим творчеством, но вот после того, как этот шум поднялся, мне волей-неволей пришлось этим интересоваться, потому что я представляю свой народ. И сюда я пришел, я думаю, ты в курсе, раз наши общие друзья, да, это площадка, где мы с тобой оба записываемся. Во-первых, сегодня первый день священного месяца Рамадан, да, и во-вторых, я чеченец, я нахожусь в гостях, и это место для меня священно. То есть, в отличие от тебя, у меня есть много чего святого, да, к чему мне нужно придерживаться. Тебе в этом плане полегче. Вот, поэтому ты скажи мне честно, да, глядя в глаза, вот ты зачем искал встречу со мной? Для того, чтобы сейчас мне рассказывать, действительно рассказывать, потому что мне сложно верить таким людям, как ты. Или же все-таки тобой движет страх? Вот скажи честно. Честно сказать, Да. Конечно, когда ты получаешь какие-то угрозы, первую неделю тобой движет страх. Потом ты начинаешь жить в том контексте, что это может произойти в любой момент. Ну и ладно.
Может произойти, ну, значит, может произойти. Но дело в том, что в конфликте замешан не только я, но замешана еще актриса, игравшая эту роль, замешаны продюсеры и, возможно, какие-то другие конфликты уже там региональные. Мне хотелось бы просто как бы закрыть этот вопрос, по крайней мере, с них снять ответственность. И это была первая моя задача. Да? И главное, у меня возникло ощущение, что возникло недопонимание. Потому что я, когда создавал этого персонажа, имел в виду, что это положительная героиня. Она наделена, и я специально наделил ее такими качествами, которые я считаю неотъемлемыми качествами чеченского народа, положительными, как свободолюбие, гордость, храбрость, отвага, неравнодушие. И все эти качества у этой героини есть. То есть храбрая, неравнодушная, гордая, невозмутимая чеченка в кавычках, которую ты описал, значит, тупо убежала от жениха с инфернальной внешностью, да, где вы этого актера только раздобыли, я отрывок видел, да, который там с ножом на нее пытался броситься. Вот, то есть как бы вот ты так видел образ, нет, да, это с ножом это не ее жених. Жених выглядит вполне прилично. Там другой персонаж. Она от него отбивается, и она отбивается от всех, кстати, нападок. Да, но речь о другом здесь идет, что мне казалось, что право любить, то есть, ну, по сюжету она, собственно, из-за чего я получил немало упреков в адрес этого персонажа, что по сюжету она влюблена в русского парня, а ее выдают замуж за жениха, как бы из дома, и хотят отправить домой, из Москвы забрать, потому что она москвичка, да, родилась здесь. Вот. Мне казалось, что я вообще исследую темы эмансипации женской. Да? Я по убеждениям, во-первых, интернационалист, и, во-вторых, прогрессист. Я уважаю и традиционную идеологию, и традиционную культуру, считаю их равнозначными. Да? Но сам по себе, наверное, будучи человеком еще советской закалки, я за равноправие абсолютное народов и считаю, что любовь может быть важнее, чем принадлежность к той или иной какой-то культуре или национальности. Мне так кажется. Вот. И я, собственно, осознавая, что этот образ, он нетипичный, да, но когда ты создаешь историю, когда ты пишешь какую-то историю, ты ведь ищешь нетипичные образы, которые находятся, которые своей особенностью позволяют какую-то тему поднять и обсудить. Да? Иначе, если нету каких-то тем интересных к обсуждению, то для чего вообще нужно искусство? Искусство помогает, с моей точки зрения, обсуждать и проживать тяжелые ситуации, в том числе и травмы, или какие-то актуальные затрагивать темы. Дмитрий, ты в принципе говоришь правильные вещи, да, об интернационализме, об эмансипации, может быть, о феминизме пару слов скажешь. Я не знаю, я слышал, ты любишь историю Франции, ее культуру, да, там вообще, так сказать, франкофония это твое все. Вот. Я, честно тебе скажу, я не собираюсь сейчас вести какие-то с тобой высокоинтеллектуальные разговоры, которые я, кстати, люблю, и люблю обогащаться от других людей. У меня сейчас внутри все клокочет, понимаешь? И причем клокочет то, что я на камеру сейчас сказать не могу по одной простой причине, чтобы ненужный дополнительный негатив, да, дав возможность тебе и твоей фан-зоне, которая будет тебя слушать, которая будет писать там всякие комментарии и так далее. Я представляю, что они будут писать обо мне, да? Но мне плевать. Я сегодня сюда пришел. Нисколько для того, чтобы обсуждать с тобой, значит, вот какие-то очень глубокие культурологические, я не знаю, там художественные темы, сколько для того, чтобы отстоять честь чеченской женщины, понимаешь, которая для нас сакральна. И вот чтобы тебя ввести в тему, раз ты так интересуешься вот такими, да, этнокультурными вещами, там, этнопсихологическими вещами, я тебя просвещу. 1735 год, да? Вот думай, вот возьми себе, да, цель, что такое чеченская женщина. Честь чеченской женщины для нас исторична. И вот войди в это чувство историзма, да, и попытайся себя, как человек творческий, да, человек, претендующий на звание свободного творца, хотя я слово творчество не очень люблю, потому что творец это как бы это Всевышний, ну бог с ним. И 1735 год, идет громадная армия, да, по тем временам 60 тысяч войск, это огромная армия, которая шла на соединение с турками. Они воевали с персами в это время, да, и им надо было пройти через Ханкальское ущелье. Ну, Ханкала ты, наверное, слышал, да? Конечно.
И когда, значит, этот с такой бравадой он шел, там, ну, можешь себе представить, да, громадная армия на Кавказе, это штука невиданная. И он посылает своих, значит, гонцов к чеченским аулам, их было там всего несколько, да, там, может быть, с десяток тысяч человек проживало там в то время, чтобы они не только заплатили ему дань, но чтобы привели ему 5 чеченских девушек для его гарема, чтобы он спокойно прошел мимо и не наказал чеченцев, да. Ответ чеченцев — это факт, который и Татоев об этом пишет, и Будков — это исторические факты. Это не легенда, да, которую мы с тобой можем легко сочинять. Вот. И ответ был таков: да, он получит свою дань, а вместо чеченских женщин он получит Кровавый океан. И 2000 чеченцев, это тоже подсчитывали, так сказать, историки, да, остановили эту громадную армию. Там, кстати, еще 20 тысяч к ним присоединились. Всего армия была 80-тысячная, в итоге уже под Ханкалой. Вот. И он посылал отряд за отрядом, 5 тысяч, 10 тысяч. Они ничего не могли сделать. Я уже даже вспоминаю вот эту античную сцену, да, в Фермопилах, да, с 300 спартанцами. Очень такая правильная аналогия, я считаю. Вот. А все из-за того, что никаких женщин, а мы знаем с тобой, я знаю, что человек начитанный, да, что в принципе у многих народов, включая восточный, было нормально отдавать женщин-рабынь. Ну, я тебе приведу пример, да, там, за несколько столетий до этого, в 1395 году, когда Тимур Хромой, он же Таймыр Сахиб Керим Бахадур ибн Джагатай, его полное имя, подошел к вратам Дербента, то восточные правители должны были выводить 6 подарков по 6 штук. И вот одним из таких подарков это были женщины. Да? Это должно было быть 6 самых красивых женщин Дербента. Вот. Тогда это считалось нормальным у восточных народов. А когда такие же условия были выставлены чеченскому народу, который был небольшой, да, он был совсем небольшой, и тогда состоялась страшная битва, да, после которой Хромой Тимур думал, стоит ли ему дальше двигаться в Аргунское ущелье. В итоге он развернулся, объявив, что для него важнее схватка с Тохтамышем на севере, да, который вышел из-под его контроля тогда. Другой исторический пример я тебе приведу. 1819 год. Ну, так сказать, хорошая погода, сентябрьская, да. И в этот момент, значит, едет, так сказать, строй солдат, которые увидели девушек чеченских, собирающих урожай кукурузы. Они начали с ними похабно шутить и, видимо, стали распускать руки. Ну, девушкам удалось вырваться, убежать. Они, конечно же, об этом сообщили своим братьям. После чего эти, так сказать, горе-воины уехали без штанов. После чего была специальная депеша от генерала Сысоева небезызвестному Алексею Ермолову, да, и вот эта страшная резня началась в Дады-Юрте в том же 1819 году, понятно, через несколько дней после вот этой попытки изнасилования. Да. Там полегли практически все чеченцы, и последними, кто дрались и звали своих последних стариков и детей включая, да, в бой это были Дадин Айбика, мы их имена знаем, это была Амаринзаза, это были женщины, которые били в воинственный бубен и бросались на штыки. И исторически этот факт был занесен. И он был занесен в донесение царю. И потом в живых вообще осталось 46 женщин разных возрастов. И одной из женщин пришло в голову: давайте мы не так умрем, а еще по одному солдату возьмем с собой. Надо было через ущелье, так сказать, их вели. И вот когда уже, так сказать, угнетатели увидели и поняли, что вот теперь, наконец, вереница этих пленниц, как они любили любые завоеватели, вереницу пленниц видеть, то они потеряли бдительность. И в этот момент эти 46 девушек схватили этих солдат и бросились вместе с ними в ущелье. Это тоже исторический факт. Другой исторический факт я тебе могу привести, так сказать. Ну, например, некоторые, так сказать, псевдоученые, да, считают, что наш народ был депортирован. Нет, наш народ не был депортирован, он был выслан в 1944 году злодейским сталинским указом. И вот
женщины, за которых мы так истекаем кровью, да, женщины, чтобы не показать мужчинам, что они идут в туалет, умирали от разрыва мочевых пузырей. Я извиняюсь, на камеру это говорю, да. Вот, поэтому наша более, так сказать, близкая нам современность. 2001 год. В Урус-Мартане генерал хотел изнасиловать девушку, при ней убил ее мужа. Вот, она сделала вид, что согласилась, так сказать, да, пришла и обняла его со взрывчаткой на теле. И это были последние объятия этого, с позволения сказать, генерала. Да, это были объятия смерти. Вот, поэтому я хочу, чтобы ты понимал, что на протяжении всей истории чеченского народа нет ни единого случая, чтобы чеченцы торговали своими женщинами ради власти, ради каких-то непонятных марганетических браков, ради там, я не знаю, свободы, ради какой-то наживы и так далее. Нам пытаются приписать это, но все превращается в прах после железных доказательств и всей истории чеченского народа. Наша главная идеология была испокон века, как только впервые в ночь, когда ощенилась волчица, появился первый чеченец, согласно нашим легендам, первое, что ему было завещено защищать, это честь своей матери, сестры и дочери, честь своей жены. Ну, может ли чеченка влюбиться в русского и выйти за него замуж? На всякий случай такой вопрос. На всякий случай хороший вопрос. Априори, да, влюбиться каждый может в кого угодно. Что происходит? Та девушка, которая, чеченская девушка, которая воспитана и которая с молоком матери получила на генетическом уровне весь этот код, в ней уже заранее отражается, в ней заложена эта конструкция восприятия или отчуждения того или иного. И вот ты знаешь, такая девушка решается на подобный шаг, она должна понимать, что есть несовмещение каких-то обычаев, да, несовпадение каких-то ментальных вещей. Есть много чего. И не только чеченская девушка, русская девушка, девушка другой национальности, не знаю, еврейская девушка 1000 раз будет думать, прежде чем выйти за представителя другой национальности. Но является ли это само по себе оскорблением, если в сериале, который, напомню, вымышленный, с героиней, которая вымышленная и которая не претендует на то, чтобы собой охарактеризовать как бы всех чеченских женщин, это случается. Я просто пытаюсь разобраться именно с той негативной реакцией, которая стала у меня поступать в связи с этим сериалом. Да? Потому что есть ощущение, что я имел в виду что-то совсем другое, меня неправильно поняли, и из-за этого как бы все это на меня вот теперь, свалилось. Да, о свободном творчестве. Да, я знаю, что ты гражданин Израиля. В том числе, да. Да, в том числе там Россия, у тебя гражданин. там Россия и, насколько мне известно, я космополит. Да, космополит. Я космополит по убеждениям. Да. Вот теперь ты космополит по своим убеждениям, значит, холодный философ, так сказать, бродячий. Я холодный философ? Вообще да. нет. И ты, так сказать, в этот момент, значит, решил написать, ну, например, я, будучи чеченцем, ну, решил проявить акт свободного творчества. Я решил написать, что вот там какие-то я там нашел документы, фейковые, не фейковые, это не важно. Так. Я свое отношение. Я написал о том, что Холокоста не было, например. Если, вот меня дослушай, да, вот я написал об этом. Куда, получается, я, как Джамбулат Умаров, этого, разумеется, никогда не напишу. Я буду врагом тех, кто это напишет, потому что это самая страшная трагедия, которую только можно было пережить в 20 веке. И вообще отношение к еврейскому народу у чеченцев особое. Во время этой проклятой депортации, когда НКВДшники заставляли вселяться в пустые дома, чеченские дома, ни один еврей туда не заселился. Поэтому отношение к еврейскому народу у чеченцев общие судьбы, да? Гонения, несправедливость, оскорбление на каждом. С этим мы сегодня сталкиваемся. Не меньше, чем когда-то с этим сталкивался еврейский народ. И мне странно, вот в какие клозеты ты слил вот историю собственного народа, к которому ты имеешь прямое отношение, прекрасного народа, творческого народа, да, глубокого народа, народа, которому мир обязан фантастическими открытиями в науке, я не знаю, достижениями в культуре, да где угодно. Ну, можно да? сказать тоже, да. да? Каким Ну, образом? Во-первых, я не сливал историю еврейского народа ни в какие клозеты. Я с огромным уважением отношусь к истории еврейского народа, к которому частично отношусь. Да, я, поскольку частично русский, частично еврей, как во мне такой фьюжн
что мне, в общем, не оставляет выбора, кроме как быть интернационалистом. Я по поводу искусства хотел сказать, что в том случае, когда ты преследуешь цели разжигания межнациональной ненависти, да, или ненависти к какому-то конкретному народу, то, конечно, это уже сразу автоматически перестает быть искусством. Но искусство имеет очень важную роль, которая заключается в том, что оно должно как бы рассматривать, то есть масса зарубцевавшихся ран, да, я не говорю, что их надо распарывать, да, может быть, там есть какие-то гнилостные процессы внутри или нет, зажили ли раны или нет, есть ли травмы или нет, но, по крайней мере, как рентген, искусство должно это все рассматривать. Если не через искусство, не через исследование, то как мы вообще к этим темам будем возвращаться? Да? Потому что политика всегда, в ней замешано такое количество противоречащих интересов, и от политики трудно ждать правды. Политика в любом случае это частичное искажение, манипуляция реальностью в интересах одной из сторон, и поэтому так трудно достичь компромисса. То есть я как себе вижу роль искусства, и как я себе вижу свою роль, это исследование. Мое творчество, не могу себе рассказать. То, что я делаю, это давай поэтапно. не прескриптивно, это дескриптивно. Скажи, я описываю пожалуйста, то, что вижу. какие источники ты исследовал, прежде чем, так сказать, Вот. начал расписывать образ чеченской женщины? Мне просто интересно, где, в каких исследованиях ты нашел неопровержимые исторические факты о том, что чеченская женщина может вот так просто бросить жениха, да, и вообще какие отношения между женихом и невестой? Их априори ты их отобразил неправильно, потому что на таком расстоянии находятся эти отношения между, так сказать, будущим женихом и будущей невестой. Да? Это когда жених не просто там не находится с ней в каком-то там помещении, и не просто сам с ней говорит, он без свидетелей не имеет права разговаривать с ней. Не имеет права, он приходит на ее улицу, он дает знать заранее, значит, предупреждает родственников. Они находят какое-то удобное для всех сторон место, приходят туда, так сказать, представители жениха и невесты, и тогда они где-то отдельно при свидетелях уже дальше рассуждают о будущем своей, возможно, семейной жизни, понимаешь? А ты говоришь, что там жених там за какой-то беглой невестой, она куда-то там убежала. Ну, ты понимаешь? Никакого исследования. Не говори мне про исследования. Вот. Я хотел сказать, Понимаешь? что вот это я признаю за собой. Это я признаю, что мало. То есть, ну, смотрите, вот я сейчас, вслед за всей ситуацией, начал, конечно, больше читать, интересоваться, и в частности, вашу книгу тоже прочел, и мне больше всего там как раз те части, которые связаны с традициями, обычаями, заинтересовали. То есть я понимаю, что, конечно, пласт огромный, и что... Конечно, это было самонадеянно немножко, браться за эту тему, не все не изучив. И сейчас возникает желание гораздо пристальнее во всем этом разобраться. То есть я понимаю, в принципе, почему это могло чувство людей задеть. Да, но в любом случае, то есть мне казалось, да, что, делая из нее, во-первых, положительного героя с точки зрения, да, ну не традиций, вообще общечеловеческих, и передавая лучшие качества чеченского народа, да, вот именно отвага, бескомпромиссность, храбрость, свободолюбие и гордость. Она очень гордый персонаж. Мне казалось, что как бы наоборот создаю вообще-то Дайте образ. человеку воду, а то сейчас скажут, что, нет, его, у меня вообще все нормально. что его чеченец запугал Да до сухости нет, во рту. да никто меня и не пугал, нет. Да. Вообще, то есть, что я создаю вообще актуальный современный образ положительного героя, да, нетипичный. Нетипичный. Окей, я ничего не знаю про сейчас распространенные какие-то типажи. И вообще, скажем, предметом моего исследования здесь являлась не сама по себе Чечня, а то, что происходит. Ну, «Топи» — это сериал про Россию вообще. Про те тренды и тенденции, которые сейчас происходят. Это такой немножко психоанализ того, что происходит в России. Да? И Чечня — это просто один из аспектов, одно из проявлений, очень важный, того, что в целом нужно знать про Россию. Да? И я исследовал здесь скорее движение между модернизацией и возвратом к каким-то консервативным ценностям. Между прочим, Эля Мусаева, этот персонаж, про который мы говорим, она далеко не единственная, на примере которого я хотел все это продемонстрировать. Там есть другой персонаж, русская православная девочка, которая находится, значит, под влиянием своего отца, консервативного, православного, и хочет освободиться из-под его влияния, хочет сама
определять свою судьбу. То есть здесь нет никакого, опять же, националистического аспекта. У чеченского как бы персонажа есть как бы русский православный персонаж, как зеркало. Я знаю, что то, что ты делаешь, это нравится многим, да? То, что я делаю, тоже кому-то нравится, кому-то не нравится. То есть это нормально. Чем я руководствуюсь? Ты сказал, чем руководствуешься ты. Тем более ты говоришь, что ты прочитал моего Абрека, да? Да, до конца дочитал. Хорошо. Я, например, там пишу о русской женщине. Мгм. И для меня русская женщина — это символ огромной, необъятной любви. Это символ преданности. Это символ целомудрия. И то, как вы показываете, вот вы, так называемые свободные художники, русскую женщину в основе своей, как отчаявшуюся проститутку, Ну, это как неправда. нет, ну есть, посмотрите, вот сериалы, Я там не- всякие, я это не- легко, ну, может быть, Ну, не ты, ну, не без обобщения, да, может да, быть, да. не ты, да, вот конкретно, как вот круг, к которому все-таки ты в той или иной мере относишься. Вот. О том, что ты же наоборот воспеваешь, о чем ты говоришь? Ты говоришь, что вот она оказалась в оковах такого строгого православного отца. Пардон, а что такого плохого в этом в православии? Что плохого православие сегодня несет русской женщине? Надо понимать, что и для евреев, и для чеченцев, и для представителей других национальностей, которые проживают на этой земле, очень важно, что будет с русским народом. И мне кажется, Дмитрий, вы занимаетесь растлением русского народа. И вот это растление, да, действительно растление, потому что растлевать народ, к стержню которого ты как бы себя не относишь. Нет, я себя А как можешь раз отношу к обижаться, русским людям. кстати. Да, вот космополиту, по большому секунду. счету, Ну, а советские люди, они же тоже космополиты. беспредельно, как в одном классическом произведении сказала одна дама, мне совершенно до лампады, понимаешь, судьбу русского народа. Мне, как человеку, у которого другого никакого гражданства, кроме российского, не имеет, да, мне, например, очень важно, каким будет образ русской женщины, да, которая должна рожать богатырей и витязей, способных защитить эти пределы. Ты знаешь, меня можно в империализме обвинить, меня можно там, не знаю, в монархических каких-то взглядах, меня можно обвинять во всем, что угодно. Но эта громадная часть населения, она тоже имеет право на Я согласен. уважение. С этим. Да, Согласен? я с этим согласен, абсолютно. Да? То есть оскорблять. Почему я, благодаря таким вот как вы, почему я не имею права, почему я не могу сесть свободно со своими детьми у телевизора, да, и посмотреть какой-нибудь фильм, вот, который можно смотреть при детях? Потому что не фильм, да, ну, мы же слышим, что оттуда льется. Неужели мы не имеем права на то, чтобы воспевалось то, что было нам дорого из поколения в поколение? Почему, Дмитрий, ты молодой человек, уже не молодой, тебе 41, да, насколько я, да, уже не молодой, я представляю, если ты так думаешь, сколько вот на твоей платформе, да, на твоем понимании, сколько поколений, целых 2 поколения уже как бы подрастает, да, для которых круто все, что ты говоришь. Неужели в этой эротике, которая, так сказать, граничит с порнографией, в этом есть смысл современного искусства? Неужели так глубоко вы исследовали эту тему? Я не знаю, вы кто, продолжатели дела Фрейда там, да, с его, так сказать, да, либидо и прочими, так сказать, вещами, которые... Вот я не могу вот этого понять. Да, почему вы не соблюдаете эти границы? Почему вы считаете, что вы можете вступить в то пространство, да, от которых потом у вас начинает, как от крапивы, так сказать, начинается жжение, из-за чего ты сегодня здесь? И почему? Вот почему? Я уже тебе свою позицию более или менее объяснил. Почему я сегодня, да, в роли, я не знаю, я не скажу там, знаешь, я не хочу сейчас в ореол спасителя себя там Я бы хотел да. сказать, что я обратился прежде всего к вам, на самом деле, за разъяснениями. То есть я хотел бы, чтобы мне объяснили позицию. Вот та позиция, которую я тебе объяснил, она до тебя доходит? Она до меня доходит. С другой стороны, я считаю, что, во-первых, мы находимся в пространстве, где есть масса людей с своими мнениями, правильно? Да. Вот, и я вообще за диалог выступаю. Вот, и поэтому совершенно нормально, что люди могут расходиться по мнениям по разным вопросам. Да? В частности, по вопросам духовности, нравственности, я уважаю вашу позицию, консервативную позицию. Я знаю, что там половина населения разделяет ее. Да?
Но есть много людей, которые разделяют мою позицию. То есть и я не считаю, Безусловно. ну, то есть я не считаю себя вправе что-либо кому-либо навязывать, но мне бы хотелось защитить в том числе и границы исследования. Да? То, что касается там, обнаженной натуры и так далее, с моей точки зрения, это просто часть жизни. Да? И в тех культурах, допустим, где это табуировано или где это является частью какой-то охраняемой территории, да, пожалуйста. Вот. Я готов говорить о том, что предмет моего как бы исследования, да, был недостаточно, не получил с моей стороны достаточно внимания. То есть, берясь за эту тему, я не предполагал такой реакции, честно говоря. Мне казалось, наоборот, что образ создается положительный. И я, на самом деле, благодарен вам за те разъяснения, которые мне дали, потому что они позволят мне, ну, как бы, в следующих моих работах, если я буду к теме Чечни и Кавказа прикасаться, быть более точным. Да? И, честно говоря, мне кажется, что тема меня интересует. Я, в частности, готовясь к нашему разговору, перечитывал «Кавказские рассказы» Льва Толстого и понимаю, что, ну, если такой уважаемый автор, классик, прежде чем на эту тему высказываться, как бы там какое-то время провел, служил и занимался исследованием на своем опыте ментальности, то и такому, в общем, человеку начинающему, как я, это делать не зазорно. Вот. Но в любом случае, было бы интересно, мне кажется, туда как-то отправиться, посмотреть и, в общем, сделать какой-то более плотный ресерч. Но я просто хотел еще раз сказать, что намерение оскорбить представителей чеченского народа ни в коем случае у меня не было. Да? Здесь, я думаю, речь скорее идет о непонимании ментальности. И вот эта реакция была для меня сюрпризом. Вот. И ну, вы говорите, что мне хотелось просить защиты. Я повторюсь, мне гораздо большей степени было важно найти человека, который аргументированно, со знанием исторического контекста и по существенным вопросам объяснит мне те точки, где я чего-то, может быть, неправильно понимал. Ну, тебе достаточно того, что я тебе рассказал? Хочется знать немножко больше, конечно, еще. Ну хорошо, мы тут с тобой, так сказать, мудрствовали, да, там рассуждали по поводу там культуры, истории, цивилизации. Это, конечно, все хорошо, да, и какие-то слои населения, возможно, с нами согласятся там, да. А что мне делать с простыми чеченскими пацанами? Они должны что-то тоже услышать, правильно? Потому что если мы сейчас с тобой проговорим о чем угодно, только не об этом, наша с тобой встреча не имеет никакого смысла. А обратись к нашим чеченским пацанам, да, и скажи, что ты думаешь об этом просто сам. Ну, ситуация такая, что все это было сделано без какого-либо желания кого-либо обидеть, и мне по-настоящему жаль, что так получилось, что это оскорбило чувства людей. Дмитрий, значит, чеченцы это не людоеды, как пытаются их некоторые показать, да? Чеченцы это не кровопийцы, это не вампиры, не вурдалаки. Чеченцы это очень доверчивый, очень тонкий и очень чувствительный народ. Чеченцы за всю свою историю никогда не воспитывали своих детей в духе отвращения к другим народам. Наоборот, к чеченцам исторически все бежали. Кто от, так сказать, преследования каких-то злых родственников, кто от преследований, так сказать, властей, от крепостного права к нам бежали, да. И чеченский народ, вот любимое слово твоего лагеря, толерантность, да, был крайне толерантен ко всем. Я, как представитель чеченского народа, как чеченец, из того, что ты сейчас сказал, услышал для себя несколько главных вещей. Первое. Я клянусь Всевышним, лично я все-таки сторонник того, чтобы тебе поверить. Я уверен и хочу быть уверенным в том, что ты, прежде чем написать о члене семьи, семья это как бы наш народ,
И тем более вот такую чувствительную часть женщин. Я отец 5 детей, и у меня 2 дочери. И я хочу, чтобы мы с тобой, независимо от национальности, да, ставили вот их честь, их свободу и их достоинство, да, выше всего. Свобода — это не обязательно убежать от жениха. Это не обязательно вообще куда-то бежать. Да? Совершенно не надо связывать эти вещи между собой. Так вот, что я вот с твоей стороны услышал, я для себя все-таки услышал и такое, ну если не покаяние, то прозрение. И это тоже очень важно для нас. Чеченцы — это самый снисходительный, наверное, народ. Это сострадательный народ. Это народ, который очень понимает и ценит акты великодушия и смелости. Ты проявил смелость, что ты сегодня пришел сюда. Ты проявил мужество из-за того, что признал свою ошибку. И я, раз ты поступил как мужчина, я поступаю с тобой великодушно. Я лично готов тебя простить за ту ошибку, которую ты по незнанию совершил, с огромной надеждой на то, что ни ты, ни твои коллеги больше никогда не совершат такой ошибки. Потому что это вне понимания творчества, это вне понимания духовности, это вне понимания вечного, разумного и прекрасного. И очень надеюсь, что наши с тобой пути еще пересекутся на более позитивных вещах, на более полезных вещах. И для тебя, как для исследователя, как для писателя, и для меня, как для исследователя, как для писателя. Потому что, наверное, все-таки есть определенная знаковость в том, и какой-то символизм в том, что мы с тобой оказались вот в этой, пусть и маленькой, но уютной студии, где мы пишем и потом начитываем здесь крики наших душ. Мы водворяем их в пространство наших представлений. Мы увлекаем их своим авторитетом и тем, что нас называют людьми творчества. И мы должны с тобой понимать, какую громадную ответственность мы с тобой несем за судьбы этих людей. И хорошо, что люди поверили в нас, да, и предоставили нам с тобой площадку для такого, я считаю, очень важного, очень полезного диалога, потому что нет ничего ценнее мира, нет ничего ценнее согласия и нет ничего ценнее взаимопонимания.